Я надеюсь, что праздники прошли для вас весело, по-семейному, по-шумному, по-веселому, но для себя этот год я решила начать с инвентаризации косметики, инвентаризации, вот. Потому что, мне кажется, когда ты знаешь определенное количество косметики, которое у тебя есть смысл что-то покупать, что-то не покупать, что-то использовать. Только тогда, когда ты наглядно видишь всю косметику, которая у тебя есть, появляется желание использовать то, что есть, не покупать что-то новое, пока не закончишь старое. Праймеры — это, наверное, мое самое больное место. Их у меня больше всего. Здесь находится 8 штук. 3 из них, вот эти 3 крайние, даже не открыты. В принципе, праймеры у меня не очень старенькие. Самые старенькие из них вот эти 2 и Sleek, которые сейчас пытаюсь использовать в своем проекте, использовать и выбросить. В идеале я хочу иметь в своей коллекции максимум 2 праймера. Один матирующий и скрывающий поры, и второй иллюминатор. Тональные средства у меня уходят, в принципе, на постоянной основе. Я использую их каждый день. Сейчас у меня их 5 штук. В идеале я бы хотела иметь 3. И вы видите перед собой 3 тональные основы, которые идеально мне подходят для того, чтобы постоянно обновлять их в свою коллекцию. Одна из них матирующая, вторая подсвечивающая и Lancome такая более плотная, я ее называю нарядная тональная основа. Также у меня есть закрытый тюбик Lancome и миниатюрка такого BB-кремчика. Консилеров у меня всего 2, и это мой идеальный вариант. Консилером от NYX я скрываю какие-то синячки, какие-то несовершенства на лице, и иллюминатор от L'Oreal я использую для того, чтобы подсвечивать зону под глазами и немножечко в качестве хайлайтера, так что они абсолютно разные, и их мне хватает. Пудры для лица у меня сейчас 3, и в идеале я хочу иметь 2. Хочу иметь прессованную пудру для путешествий, для того, чтобы ездить с ней в косметичке, чтобы она не открывалась и потом не рассыпалась везде и повсюду. И также я хочу иметь пудру в форме рассыпчатой, для того, чтобы использовать ее дома. Как только я закончу вот эти 2 пудры, я планирую приобрести опять свою любимую пудру от NYC. Она там стоит, по-моему, всего $4, там огромное количество, она мне идеально подходит. Если не считать палеток, бронзеров в отдельных упаковках у меня сейчас всего 4. Бронзеры я очень люблю, и я не вижу себя с одним или 2, потому что все они абсолютно разных оттенков, на разные сезоны. Например, бронзер от Belle, он очень светленький, я его люблю использовать зимой, когда я более бледная, тогда он не выглядит на лице как-то странно. Когда-то я уже снимала видео о своей коллекции бронзеров, так что если вам интересно более подробное описание всего, что у меня имеется, ссылку я оставлю внизу. Среди палеток для лица у меня всего 2 на данный момент. Это палетка от Flormar, в которой есть бронзер и румяна, и в палетке Elf также находится 3 оттенка румян и бронзер. Как на фанатика румян, мне кажется, у меня их совсем немного, очень даже адекватное количество, и в моих глазах это все очень разные оттенки. Это очень такой нежный розовый цвет от NYX, это мои любимые румяна от Essence Blush Up, это также мой любимый осенний оттенок от Catrice, очень красивый такой пастельно-фиолетовый цвет. И румяна, которые я очень люблю носить зимой, такие очень нюдовые румяна от Мислин. И также у меня есть румяна в палетке от Sleek, но я к ним отношусь достаточно прохладно. Это не мой самый любимый оттенок, лишь из-за вот этих блесток. Я не знаю, видно ли на солнце, переливается или нет, но в этих румянах есть много блесток. Когда на эти румяна попадает свет, кажется, как будто у вас на лице какие-то тени осыпались, что ли. Среди хайлайтеров у нас всего один победитель. Это хайлайтер от Elf, который я использую в дни, когда мне хочется подсветить свое лицо. Но, в принципе, к хайлайтерам я отношусь достаточно прохладно, поэтому здесь у меня проблем нет. Кремовых теней у меня 4 штуки. 3 из них это Color Tattoo от Maybelline и одни кремовые тени в стиковой форме от марки Laura Mercier. Вот эти тени от Laura Mercier мне вообще безумно нравятся. Они очень стойкие и цвет очень красивый. Судя по количеству карандашей для глаз, к подводкам у меня огромной страсти нет. Один из них это фиолетовый карандаш от Yves Rocher. И второй это зеленая подводка карандаш от Rimmel. А вообще в последнее время я очень люблю подводить глаза просто обычными темными тенями и кисточкой. С тушами у меня отдельная история. Вот эти 3 баночки я использую на данный момент. Это база от Essence и 2 туши, которые у меня сейчас открыты.
Эта сторона неоткрытых вещей, скажем так, запасной вариант. Это две базы от Eveline, которые я очень люблю. Это тушь, которую покупала, по-моему, 2 или 3 года назад, и она до сих пор у меня лежит в запасах. Никогда не покупайте слишком много вещей в запас, вообще любых косметических средств. И еще две туши, две миниатюрки, которые мне достались в подарок. Их я тоже пока не открывала. Все эти вещи ждут своего часа, пока я не закончу вот эти. В идеале я хочу иметь всего одну базу, если я захочу на тот момент иметь базу, и одну тушь. Больше, мне кажется, в принципе, не нужно. Для бровей у меня средств достаточно, и, кстати, всеми этими средствами я реально пользуюсь постоянно, кроме новиночки от Benefit. Только недавно приобрела этот карандаш, он пока у меня закрыт. Давно его хотела, и было хорошее предложение, поэтому взяла. Здесь у меня есть такая вот странная штука от Sephora для бровей, потом Gimme Brow, мой любимый, воск от Sleek и карандашик от Maybelline, который я люблю использовать на каждый день. Тени — это, пожалуй, единственная категория, которую я планирую расширять, потому что мне не хватает оттенков, которые у меня есть. Они между собой достаточно переплетаются, мне не хватает чего-то совершенно другого, каких-то ярких цветов или наоборот очень таких каких-то цветов, которые отличаются друг от друга, ну вы поняли. Я собираюсь расширять свою коллекцию теней, пока что у меня есть Naked 3, палетка Sleek, душечка от Vivienne Sabo. Кстати, вот этот коричневый оттенок мне не очень нравится здесь. Также у меня есть однушка от Essence. И вот такие тени от Essence, которые как бы должны быть для бровей. Они у меня тут немножко посыпались. Но я их использую только для макияжа глаз. Я уже не раз рассказывала, что карандашами для губ я особо не пользуюсь. Их у меня всего 3, и для меня это все равно слишком много. 2 из них это розовые карандаши. Они очень красивые, но просто у меня к ним не тянется рука. И красный карандаш — это единственный карандаш, кстати, от Essence, который я действительно использую в макияжах с красными губами, с красными помадами. Остальные 2 карандаша я планирую закончить и больше к ним не возвращаться, держать в своей коллекции только один красный карандаш. Пожалуй, моя самая любимая категория, судя по ее количеству, это средства для губ. Всего у меня их 12 штук, именно блесков. Перед вами именно они. Планирую отдать в добрые руки вот эту жидкую помаду от Smashbox. Она мне безумно нравится, только оттенок не совсем мой. Эта помада мне пришла в Playbox от Sephora. Все остальные оттенки, я ими всеми пользуюсь. Все они мне нравятся, некоторые более старенькие. Самые старенькие здесь, наверное, вот эти 2 блеска от Vivienne Sabo и блеск от Victoria's Secret. И Апокалипс от Rimmel тоже, пожалуй, нужно использовать в какой-то момент. Но в моих глазах, опять же, все эти оттенки не повторяются, они все достаточно разные, и все они мне нравятся. Помад в форме стика у меня всего 4. Один из них это Lumineux, название которые постирались. Также H&M, Stix и Catrice. Catrice — моя самая любимая бюджетная помадка в форме карандаша. На данный момент помад в моей коллекции 13 штук. 2 из них я тоже недавно отдала, так что было 15. Я отдала красные помады, потому что я просто ими не пользуюсь, и мне не нужно несколько красных помад, которые просто у меня лежат без дела. Пусть кто-то ими пользуется с удовольствием. По количеству моих помад заметно, какой марке я отдаю предпочтение. Здесь все помады Rimmel, также несколько помадок от Essence, Flormar и одна помада Maybelline. Кстати, Maybelline, у них очень крутые помады, в принципе, из практически всех линеек, так что от Maybelline я бы еще приобрела несколько помад, хотя, мне кажется, помад у меня и так слишком много, но слабость на то она и слабость. Опять же, мне кажется, что все оттенки здесь абсолютно разные, это все разные линейки, мне всегда нравится экспериментировать с помадами, пробовать разные текстуры и оттенки. Тем не менее, все равно в ближайшее время я не планирую расширять свою косметику в плане средств для губ, потому что нужно использовать то, что есть. Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым годом, я уверена, он для вас пройдет прекрасно, продуктивно, очень интересно, появится очень много новых воспоминаний. Но мы с вами увидимся в моем следующем видео.